Такой формат выездного совещания главы республики стал уже традиционным. До начала общения с жителями Махмуд Али Калиматов обозначил, каждый может задать вопрос и получить на него соответствующий ответ. В зале жители города, общественность и руководители министерств и ведомств. Махмуд Али Калиматов сразу перешел к итогам проделанной работы в регионе. 2024 год Ингушетия встретила с хорошими показателями в определенных направлениях. Важной задачей для республики было реанимирование простаивающих предприятий, налаживание производства и создание новых рабочих мест, плюс налоговые поступления в бюджет. Глава республики с первого дня пребывания на посту руководителя региона ставил эти задачи, и они выполнены. У нас развитие идет. Мы на сегодняшний день, я знаю, что сможем. У нас предприятия начали работать, да. Вы знаете, что в любом случае, если посмотреть, сейчас обувная, швейная, Реал, и эти заводы работают. Они работают, налоги нам будут платить. У нас бюджет должен пополняться. Не знаю, индейка, мы южно делали это, да, за 2 года там построено. Ухшер уже 22 тысячи тонн там будет выпускаться. Я говорю, помдуры макаяцевые у вас 5 тонн где-то. Вот в этом году будет огурцов и помидор 30 тысяч тонн. Вот там сейчас 4 миллиарда. Вот год занимались этим. Развивается сейчас там АПК. Уверенно развивается в регионе и агропромышленный комплекс. Глава республики Махмуд Али Калиматов на примере тепличного комплекса по выращиванию клубники в Ингушетии отмечает, как такие объекты создают конкурентоспособность. Особенно сейчас в санкционное время для нашей страны, когда все свое родное в приоритете. На предприятии будут выращивать и собственную рассаду. У региона в этом направлении отмечается положительная динамика и определенные успехи. Мы в России единственные теперь. Голландцы, оттуда мы покупали их. Вот наш умудрился купил оборудование, и вот эти, выпускать будем их более 2 миллионов. Один маленький вот этот росточек, понимаете, он стоит 85 рублей. Но мне это выгодно в чем? Клубнику делаем, но в то же время налоги будет платить он. То есть в бюджете деньги будут. И я могу тогда дорогу лишнюю сделать, где надо, кому-то дом построить, кому-то в больнице там что-то сделать. Если честно относиться к работе, то эта вся ситуация будет правильной. Глава республики отметил, что в регионе поддерживают малый и средний бизнес. Предпринимателям идут навстречу. Создан благоприятный климат для ведения своего дела. Большое внимание уделяют строительству важных социально значимых объектов, общеобразовательных школ и детских садов. В республике созданы условия для поддержки молодежи. В частности, стало возможным получить востребованную IT-профессию. В регионе уже в этом месяце откроют инновационную IT-академию. 500 специалистов, программистов мы будем выпускать вот здесь у нас. Такой академии, это школа 21 называется сама по себе, такой академии, их всего в России 4 было, 5-я наша. Некоторые удивляются, как это там в Ингушетии. Ну вот сделали это, понимаете? А Мигел, Бартдала, о, Хавин, Суяр, Хасхадид, Хадишлат, Ах, Кашмаш, Бусуб дарыш, Кирс дарыш, Дарье, Туадяш, Хаво, Ханстару этапи полностью сделаем, тоже остальные сделаем. А Гуазат Кашмашло, Игаралга, Багачхан, Кошу Алга, там было, мы тогда вложили там, нашли 7 миллионов, потом еще 17, по-моему, но все равно не хватало. А потом Мигелс, Хадидя, Ханс Дачвиана, Дой, Айта, это же тоже, это серьезные вещи, понимаете? Потому что мы должны вот этим вещам относиться серьезно. Далее глава республики дает возможность присутствующим в зале задать свой вопрос. Жителей интересует ситуация на дорогах республики, строительство социально значимых объектов, благоустройство улиц и не только. Ja, ulici почти дух на Айшарбан. Это асфальтируют, это они вам платят, и ваши далее, они низкие кадры, а у вас сардуана.
на 5-й год делаем. Сколько километров там? На 25-й год запланировано уже в проекте. Есть, да? Она есть. И финансы есть. Финансы будет. А жил, хозяин, в 25-м году Ахчедусугев проект шел. Махмуда Али Калиматова жители Гамурзиевского административного округа спрашивают, будет ли на территории населенного пункта построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава республики отвечает так. Положено там этот... Дело в том, что буквально с министром строительства несколько дней назад уже одобрили участок Гамурзиева под ФОК. Сейчас идет вопрос согласования. Если там все нормально будет, уже этот проект будет сделан. Не-не-не. По земле я понял. У нас предполагается, Балахоев? А? 25-й год Гамурзиева. В программе есть, что у них будет ФОК. Землю вы определили. Определили? 25-й год. Следующий вопрос от жителей Насыркорта, которые просят главу республики решить вопрос очистными сооружениями 19-й школы и местного садика. Школа, садик Хаялат уже, 6 уже Хаяили очистной. Вот они сейчас не работают уже целый год, вот это все. Начали строить когда? Пару лет назад. Твоя истина, шума Номер этой школы? 19. Глава республики поручил разобраться в ситуации с очистными сооружениями, в кратчайшие сроки дать по вопросу исчерпывающий ответ. Давайте мне выезжайте туда. И мне не нужно там, факт я понял, надо алгоритм действий. Кто что должен делать. Что правительство, что мэр города, что подрядчик, что директор школы. И устраните это. Главу республики спросили о необходимости создания дополнительных удобств для транспорта при строительстве многоквартирных домов. Ни один дом, ни одно здание больше без парковки и подземного гаража, если нету, в республике строится сун-хо-хо не будет. Понятно? Вот мы сейчас дошли до того, что если мы не сделаем этого, то у нас будет беда. Понимаете? Беда. Мы что, машин, а вот метигиац, дарвал метигиац, бирж, дадих дал вакса, гвале, могуш вакса, гвале. Министерство строительства и Фатаха. Ни один дом без проекта парковки, значит, дом не должен строиться. На каждый вопрос, прозвучавший в зале, глава республики дал развернутый ответ. Решение ряда просьб Махмуд Али Калиматов взял на личный контроль. Руководителям министерств и ведомств, главе муниципального образования Назрани даны соответствующие поручения. Рина Сычоева, Султан Булгучев, Султан Магушков, Магаз 24.